никого не оставим позади. Продвигая права уязвимых групп, создавая для них все условия для полноценной жизни и деятельности наряду со всеми остальными, мы создаем толерантное, самодостаточное, богатое, инклюзивное общество, где каждый человек может реализовать себя и быть счастливым. Фильм посвящен итогам второй фазы проекта ПРООН и Министерства иностранных дел Финляндии к устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской республике. Проект связан с тремя целями устойчивого развития ООН. Цель номер 16 – мир, правосудие и эффективные институты. Цель номер 10 – уменьшение неравенства. Цель номер 5 – гендерное равенство. Основной целью проекта является расширение правовых возможностей уязвимых групп населения. Для достижения поставленных целей в течение 4 лет были проведены комплексные и разносторонние мероприятия совместно с партнерами проекта. Вторая фаза проекта была реализована с 2018 года по 2022 год. Осуществлялась в Ошской и Чуйской областях, включая города Бишкек и Ош. Целевыми группами проекта являются сельские женщины и люди с инвалидностью. Вторая фаза проекта была сосредоточена в реализации двух основных направлений – создании и развитии системы гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской республике, продвижение процесса ратификации и реализации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, продвижение прав женщин и лиц с инвалидностью. Создание и развитие системы ГГЮП. Проект оказал помощь в создании и функционировании Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции. На сегодняшний день Центр стал самостоятельным органом с собственным штатом из 18 человек. Центр координирует деятельность всех субъектов системы гарантированной государством юридической помощи. Региональные сотрудники Центра координируют деятельность более 400 адвокатов реестра гарантированной государством юридической помощи. Работа этих адвокатов является основным и важным элементом системы гарантированной государством юридической помощи, так как именно они оказывают юридическую помощь уязвимым слоям населения. Гарантированная государством юридическая помощь оказывается населению бесплатно, а труд адвокатов оплачивается за счет бюджета страны. С 2019 года годовой бюджет Центра по координации гарантированной государством юридической помощи увеличена на 74 миллионов сомов, тогда как в 2018 году она составляла около 18 миллионов сомов. С целью улучшения качества оказываемой юридической помощи в рамках проекта были разработаны стандарты качества работы адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи, а также положение об оплате труда адвокатов. Это определенные юридические механизмы, согласно которым адвокат может получить свой гонорар лишь в случае выполнения им стандартов качества работы и при отсутствии жалобы на работу адвоката со стороны получателя гарантированной государством юридической помощи. Например, в рамках уголовных дел с 2019 года по 2021 год судами было вынесено 37 оправдательных приговоров. Насколько я знаю, в истории системы бесплатной юридической помощи нашей страны не было таких случаев. И это я считаю таким убедительным результатом того, что система ГГЮП в нашей стране начала работать. Пандемия показала, что необходимо продолжать профессиональное обучение адвокатов для выполнения требований закона о гарантированной государством юридической помощи, несмотря на замкнутость пространства. Центр разработал и внедрил электронную платформу, чтобы обеспечить возможностью получения дистанционного дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, так как предъявляются высокие требования к деятельности адвокатам. В платформу внедрены базовые курсы «Система гарантированной государством юридической помощи», «Консультационно-правовая помощь». С целью создания быстрой и эффективной системы назначения адвокатов, а также создания автоматизированной системы отчетности и выведения различной статистики, разработана и апробирована автоматизированная информационная система гарантированной государством юридической помощи. Для удобства пользователей также создана мобильная версия этой системы. Разработана и принята новая редакция закона Кыргызской республики о гарантированной государством юридической помощи. В закон были внесены новые нормы по расширению правовых возможностей населения. Под руководством Центра создан Координационный совет по развитию гарантированной государством юридической помощи, куда входят более 80 общественных организаций и юридических клиник университета. Проект поддержал Центр по координации гарантированной государственной юридической помощи в координации и укреплении сотрудничества со всеми субъектами этой системы.
Для членов Координационного совета и Государственной межведомственной рабочей группе были организованы серии тренингов по различным темам. Закон о гарантированной государством юридической помощи, практика оказания юридической помощи, навыки проведения консультаций, оказание юридической помощи в условиях COVID-19, работа в социальных сетях по повышению правовой грамотности населения и другие. Центр бесплатной юридической помощи. Во второй фазе проекта дополнительно были созданы 7 центров бесплатной юридической помощи. В Сокулукском, Кеминском, Панфиловском районах Чуйской области, Узгенском, Чоналайском районах Ошской области, а также 2 центра в городе Бишкек. Ошардын ичинде 3 адвокат жана юстициянын кызматкери катары 4 адам кеңеш берүү иштейбиз. Акыс кеңеш берүү борбору күндө ачык бизде. Ал эми адвокаттар графиктин негизинде келип элге кызмат кылышат. Адамдарга именно баягы ичине кирип сүйлөшкөнүңдө ошол адамдардын көйгөйү чыга баштайт. Көйгөйү чыгып, ооба ушундай маселе туура, ушул мага керек эле, мен ушул маселени да сурабай калган экем, айтпайын дедим эле, жакшы билип алдым, анда деп анан ошол эле адам кайра эле 2-3 күндөн бир 2 жөн ээрчитип келет. Мен жана сизден сурап түшүнүп кетип, баягы сиз айтканда мында да мындай маселе бар турбайбы деп 2 жөн ээрчитип келген учур болот. Более 70% клиентов Центра бесплатной юридической помощи составляют женщины. Мен мынау чоң кызым 4 баласы менен күйөө балам башка аял алып алгандыгы үчүн кайрылып консультация алып келдим. Чоң күйөө бала болгон үчүн бир үйүмдү сатып, Баткенге үй салдырткам. Ушул акчаларды кайрып алсам болобу? Квитанциялары бар экен. Машина алам десе дагы акча салганмын. Ушуларды консультация алып келдим. Аябай жакшы эле менин оюм боюнча. Ушул жолдошум ушул кызды окучан деп таштаган. Азыркы учурда өзүм жалгыз карайм кызым. Анан мен ушу кышта келгенбиз, декабрь айында алимент 40 бериңиздер, жардам сурап келгем Айнура эжеге. Первый центр бесплатной юридической помощи был открыт в 2015 году в городе Токмок при поддержке проекта ПРООН по расширению доступа к правосудию. Следующий центр был создан в Московском районе Чуйской области, затем в городе Бишкек. На сегодня в рамках проекта были созданы 18 центров. Также идею создания таких центров поддержали другие доноры – Фонд Сорос Кыргызстан, Евросоюз, ЮСАИД. В настоящее время по республике функционирует более 30 центров бесплатной юридической помощи. Наши партнеры, проект ПРООН «Расширение доступа к правосудию» с 2014 года оказывают нам поддержку. И на протяжении этих лет проект ПРООН оказал огромную поддержку в становлении и в развитии системы гарантированной государством юридической помощи. На сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, мы входим в число ведущих, по крайней мере, в Центральной Азии, стран в вопросах внедрения передовых стандартов оказания правовой помощи населению. Опыт, привезенный из Франции, инициатива «Автобус солидарности» с группой различных специалистов продолжает курсировать по отдаленным регионам страны и оказывает правовую помощь. Специалисты автобуса солидарности могут проконсультировать граждан по юридическим, налоговым, социальным, пенсионным, земельным, нотариальным и другим вопросам. Для того, чтобы усилить устойчивость деятельности этой важной инициативы проекта, ПРООН закупил Министерству юстиции 2 автобуса. Один для Южного региона и один для Северного. Это дает возможность Министерству продолжить инициативу своими силами. Көрүп турасыңар, тоолай болуп эсептелебиз, барып келиш бизге аябай жол беребиз кымбат. Кээде ол жерде барган кызматчыларыбыз дагы жок болуп калышы мүмкүн, убара болуп келебиз. Ошон үчүн бизге ушундай консультация берген долбоор аябай керек чындыгында. Оорукчан кайным бар эле. Анан ошого жанагындай жеңилдиктер болот экен. Такыр жеңилдик алган жокпуз да. Анан ошого кайрылдым эле азыр мына свет боюнча жеңилдиктер берилет дейт. Анан жана дары-дармектерине дагы келет да. Эми Кудай кааласа чогултуп анан тапшырам. Горячая линия. В связи с пандемией COVID-19 при поддержке проекта были введены юридические консультации через горячую линию МЧС-112. Профессиональные юристы ежедневно оказывали консультации на кыргызском и русском языках по телефону горячей линии 112. Декада правовой помощи. Ежегодно по всей стране проводились декады правовой помощи, в рамках которого граждане могли получить бесплатные юридические консультации. В
Всего в рамках второй фазы проекта через 17 центров бесплатной юридической помощи, автобус солидарности, горячую линию 112 юридическая помощь, декады правовой помощи были предоставлены более 55 тысяч консультаций. Основные вопросы, по которым обращаются граждане за правовой помощью. Оформление социальных пособий, жилищные вопросы, семейные споры, домашнее насилие, составление правовых документов, миграционные проблемы, земельные споры, а также консультации по иным правовым вопросам. Проект продолжил поддержку Центрального банка данных правовой информации, Министерства юстиции. На сегодня база данных содержит более 150 тысяч правовых документов. Если в 2014 году количество пользователей и сеансов составляло около 19 тысяч пользователей, на сегодняшний день она выросла до 5 миллионов пользователей. О функционировании системы гарантированной государством юридической помощи должен знать каждый гражданин нашей страны. И каждый гражданин нашей страны должен понимать, что государство гарантирует ему юридическую помощь. Одним из важных достижений проекта является ратификация Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Проектом были организованы круглые столы, общественные слушания, экспертные обсуждения с участием представителей правительства и парламента, широкомасштабные информационные кампании. В настоящее время проект продолжает оказывать поддержку в реализации норм Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. В частности, были разработаны план первоочередных действий на 2019-2021 годы, государственная программа «Доступная страна», база данных сурдопереводчиков с правовой спецификой. В настоящее время база содержит более 60 сурдопереводчиков по всей республике. Используя эту базу, лица с нарушением слуха, а также представители правоохранительных органов могут найти сурдопереводчика для сопровождения их в следственных действиях, заключений сделок, в судебных заседаниях, нотариальных и других делах. Также проведен анализ действующих законодательных актов, государственных программ и стратегий на предмет их соответствия или противоречия с Конвенцией ООН. Организована международная научно-практическая конференция «Создание институциональных механизмов социальной интеграции лиц с инвалидностью». В 2018 году впервые в стране было проведено исследование по выявлению негативных стереотипов в отношении сельских женщин и лиц с инвалидностью. Результаты исследования показали, что довольно часто люди с инвалидностью воспринимаются в обществе как обделенные, несчастные, которых нужно жалеть, являются бременем для семьи, общества и государства. Все это тормозит социализацию и интеграцию людей с инвалидностью и приводит к их стигматизации и дискриминации. По данным исследования, стереотипное мышление характерно не только для простых граждан, но и для государственных служащих, разрабатывающих политику и программы развития. Они распространяются и укрепляются в сознании населения через СМИ и социальные сети. Результаты исследования показали, что в обществе широко распространены такие стереотипы, что сельской женщине стыдно разводиться. Без сопротивления принимает любую ситуацию, способствует сохранению таких форм гендерного насилия, как ранний брак, семейное насилие и другие. С целью искоренения негативных стереотипов были разработаны руководства, тренинговые модули для журналистов, блогеров, адвокатов, судей, представителей государственных органов, а также для целевых групп проекта. Большая работа проделана по улучшению качества и количества медиаматериалов о людях с инвалидностью и сельских женщин. Разработаны 2 онлайн-тренинговых модуля для журналистов, блогеров, студентов и преподавателей факультетов журналистики. Тренинговый модуль по освещению темы инвалидности. Тренинговый модуль «Гендерно-чувствительная журналистика». Модули созданы с целью содействия в устранении негативных стереотипов, физических, информационных и психологических барьеров и создании инклюзивного общества, в котором все люди равны и соблюдаются права каждого человека. Более 300 журналистов и блогеров прошли онлайн-тренинги. Учебный модуль по освещению темы инвалидности был принят в качестве обучающего материала в учебный план 4 вузов страны. 13 ведущих СМИ подписали меморандум об освещении вопросов инвалидности в основе принципов Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Разработаны онлайн-чек-листы для журналистов и блогеров по освещению вопросов инвалидности и гендерного равенства. Организованы тренинги для журналистов по освещению избирательных прав людей с инвалидностью.
Проведены серии конкурсов среди журналистов и блогеров, в котором участвовали более 100 авторов. Разработан учебный модуль для представителей организаций гражданского общества по эффективному продвижению и защите прав женщин и прав людей с инвалидностью. Участники тренингов отметили в оценочных формах, что учебные материалы были абсолютно новыми и в то же время эффективными и полезными. С целью повышения правосознания целевых групп проекта консорциумами местных некоммерческих организаций были реализованы 2 грантовых проекта «Сельские женщины» и «Лица с инвалидностью». В рамках грантов были проведены более 50 тренингов во всех районах Чуйской и Орской областей. Результаты тренингов оценивались количеством обращений граждан в местные центры бесплатной юридической помощи, а также специалистам автобуса солидарности. После реализации грантовых проектов количество обращений увеличилось на 21%. Необходимо отметить, что количество лиц с инвалидностью, обратившихся за правовой помощью, увеличилось на 200%. Разработан учебный модуль для обучения государственных служащих нормам Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, а также правильному использованию терминологии по теме инвалидности. Разработан учебный модуль по особенностям отправления правосудия с участием лиц с инвалидностью. Разработан учебный модуль для юристов особенностей ведения дел с участием лиц с инвалидностью. Модуль помогает судьям приобрести необходимые навыки для ведения судебных дел с участием лиц с инвалидностью. Оба учебных модуля включены в программы Высшей школы правосудия и учебного центра адвокатов. Всего в рамках проекта были организованы более 150 тренингов, в котором приняли участие более 2700 человек. В рамках проекта были организованы широкие информационные медиакампании по всей стране по продвижению прав лиц с инвалидностью, сельских женщин, повышению правовой грамотности и правовой культуры населения, информированию о системе гарантированной государством юридической помощи, о стандартах качества оказания юридической помощи и другие. Для людей с нарушениями слуха, зрения и другими нарушениями созданы адаптированные медиаматериалы по правовой тематике. 24 видеофильма «Азбука права», 20 видеороликов в формате V-блог, 20 подкастов. Материалы стали популярными среди целевых групп. По их словам, видеоматериалы можно использовать в качестве юридических консультаций. Сайты Центра по координации гарантированной государством юридической помощи и Министерства труда, социального обеспечения и миграции адаптированы для использования лицами с инвалидностью с нарушением зрения. Информационные материалы, созданные в рамках второго этапа проекта, были размещены на страницах популярных СМИ, интернет-изданий, социальных сетей. Общий охват медиапродуктов проекта составляет более 2,5 миллионов человек. Всего в рамках второй фазы были созданы и распространены около 1500 медиаматериалов. С целью эффективного воздействия и изменения сознания общества в продвижении прав женщин, лиц с инвалидностью, а также в повышении правосознания населения, проект сотрудничал с отечественными кинематографистами. Темы проекта были внедрены в сюжеты популярных фильмов. Байке, биздин райондо автобус солидарности деген жүрөт. Мыкты адистер иштейт. Атайын алыс жакка оролбаган жарандар үчүн юридикалык маселенин бардыгын чечип берет. Ошол жакка барыңыз. Баланын богун жууп, суу ташып, жер жууп, тамак жасап эле үйдө отуруш керексиңер. Өсүш керек, окуш керек, аял заты. Туурабы? Жанагы самоизоляцияда, самоизоляция эмес. Самоканализация, жок, самореализация. Самореализация болуш керек. Туурабы? Эмне үчүн араңардан бир айыл өкмөтү чыкпаш керек. Чыгыш керек. Окуш керек, аял заты. Аял заты алга. Алга, аял заты. Установлено региональное сотрудничество проекта с коллегами из Таджикистана. В 2019 году национальная делегация из 14 представителей из Минюста, Центров правовой помощи, юридические бюро и ПРООН Таджикистана посетила Кыргызстан для обмена опытом с Кыргызской республикой. Крупнейший в мире контент-провайдер Thomson Reuters Foundation проявил интерес к деятельности проекта «Автобус солидарности» и в 2018 году посетил город Ош, Алайский и Каракульджинские районы для создания фильма. В глобальном форуме инноваций в сфере правосудия, который состоялся в 2019 году в городе Гага, проект по расширению доступа к правосудию, реализуемый в Кыргызстане, назван одним из самых инновационных проектов в регионе.